Видеосвязь была установлена с 3 районами области. В режиме видеоконференции Мурат Зязиков пообщался с людьми и узнал, с какими проблемами они пришли в приемную президента. Это в основном социальные проблемы и вопросы ЖКХ. Село Старые Ивайтенки Унечского района расположено рядом с газовой веткой, а газа в населенном пункте нет. При изготовлении проектно-сметной документации возникли определенные проблемы в связи с тем, что этот населенный пункт он так расположен, что ровно посередине через него проходит федеральная трасса Н-13. Газ в селе, где проживает около 50 человек, будет к сентябрю следующего года. В этот раз впервые в области использовался мобильный комплекс приемной президента. Мобильные группы работали в Унечском и Стародубском районах, а терминал был установлен в Клинцах. Когда будет введен в эксплуатацию строящийся роддом в нашем городе? Мы уже очень долго ждем. Роддом в Клинцах – настоящий долгострой. Его возведение началось еще 18 лет назад, и стройка неоднократно замораживалась из-за отсутствия средств. Стоимость объекта более 750 миллионов рублей. Его финансирование ведется из бюджета региона и по федеральной программе ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Роддом будет обслуживать женщин 5 юго-западных районов области. Медицинское оборудование приобретено в полном объеме. В полном объеме завершаем все строительные работы. Действительно, объект долго строился. Строительно-монтажные работы завершатся уже 4 ноября, а работать роддом начнет с середины декабря. Также в декабре откроют новый детский сад на 140 мест в Выгоничах. Его открытие ждут не дождутся жители поселка, которые в приемную президента обратились через передвижной комплекс в Унечском районе. Теперь мест в дошкольном учреждении будет даже больше, чем на сегодня требуется. Мурата Зязикова пригласили на новоселье. Я приеду, постараюсь приехать обязательно. Алина Рогачева к мобильному терминалу приемной президента в Клинцах пришла с просьбой ускорить получение квартиры. Она стоит в очереди на льготное жилье уже 5 лет, как сирота. Хотелось бы получить жилье. Собственно, с этим вопросом я и обращалась в приемную Путина, так как до настоящего времени у меня еще не было ни квартиры, ни дома. В этом месяце мы планируем уже заселение, и, соответственно, заявитель получит ключи от новой квартиры. Покажите Алине вот дом и квартиру конкретно. Покажите, вот подведите ее вот к квартире и откройте, если там это все закрыто. Покажите, вот твоя конкретно квартира. Просторная квартира в новом доме Алине очень понравилась. Ключи ей пообещали вручить прямо в день рождения, 30 сентября. На личном приеме у Мурата Зязикова в Брянске учитель Новодарковичской школы Людмила Коновалова рассказала, как решается вопрос с ее обращением. По дороге в школу дети должны переходить через шоссе с оживленным и опасным движением. Общественность поселка просила установить здесь светофор. Требовалось согласование по энергообеспечению, согласование с ГИБДД. По сути дела, сомнений никаких нет, что она у нас в октябре будет получена. Светофор вообще обещали установить в 2014 году. Но после того, как я пообщалась с Зязиковым, то он решил этот вопрос и установить светофор буквально в ноябре 2013 года. Вот, обещал нам. Я рада, что так решен этот вопрос. После общения с жителями заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков потребовал от присутствовавших на приеме представителей властных структур ускорить сроки решения проблем. Форма отчетности у непосредственно людей, которые работают в приемной президента, это очень жесткая, конкретная, потому что здесь таких каких-то отписок быть не может, потому что конкретно все это берется на контроль и реализовывается. Эффективность обращения к главе государства подтверждается делами. Только в первом полугодии 425 жителей области